В одном зале местные власти, молодежь и общественники. Главный вопрос, поднимаемый на встрече, дорожная безопасность. Для изменения непростой ситуации на дорогах необходимо работать сообща, подчеркивают здесь. Данная встреча была проведена, чтобы услышать со стороны жителей города какие-то просьбы, какие-то замечания. Может быть, мы где-то не видим и не дорабатываем какие-то моменты, не видим остроту каких-то улиц, пешеходных переходов, каких-то моментов в целом. Соответственно, было интересно собрать побольше людей, обсудить данную проблему на дорогах и призвать самих жителей города участвовать в процессе безопасный город, безопасной дороги. Активная гражданская позиция жителей играет не последнюю роль в вопросе безопасности. Собравшиеся отмечают, на первом месте у каждого должны быть обязанности и только потом права. Тем более, если от этого понимания зависит их собственная безопасность. Человек, который сегодня сидел на подобного рода, на этом совещании, он не сможет не задуматься о том, что от него тоже зависит изменения, о которых сегодня говорят люди, возможные изменения, о том, насколько важно вот это единение власти и граждан. Конечно, в школах тоже понимают, какая ответственность в этом вопросе ложится на плечи педагогов. По словам Лемы Дахкельговой, немаловажная роль в расписании отводится именно классному часу, где ставят на первое место пропаганду ПДД. Таким образом, еще со школьной скамьи воспитывают ответственных участников дорожного движения. Очень часто жертвами становятся дети, и мы должны сделать все возможное, чтобы этих жертв и этих дорожно-транспортных происшествий было как можно меньше. Я думаю, что если мы будем как можно больше об этом говорить, все-таки, наверное, будет положительный какой-то эффект от этого. Однако, по мнению собравшихся, отсутствие правового самосознания далеко не единственная причина ДТП. Проблема кроется еще и в плохих дорогах, в отсутствии освещения, тротуаров и дорожных знаков, где это необходимо. Проблема одна и та же. С наступлением периода осадков, атмосферных осадков, когда у нас тротуары и так их нету, даже те, которые есть, они грязные становятся, у нас резко растет количество наездов на пешеходов, поскольку эти люди передвигаются по проезжей части, поскольку у них нет места, где бы они безопасно могли ходить, то есть тротуаров. Также нет освещения, то есть эти вещи являются непосредственным условием возникновения ДТП. Если бы человек двигался по тротуару, а не по проезжей части, не было бы этого наезда. Ежедневно на дорогах республики происходят дорожно-транспортные происшествия, в том числе с участием детей. И важность подобных встреч трудно переоценить. В планах администрации города провести уличное освещение на нескольких улицах и проложить тротуары. Тамара Хашагульгова, Адам Далаков, Новости 24.